Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая является домом для представителей десятков этнических групп. Наши корреспонденты отправились в Суар, чтобы встретиться с таджиками, одним из самых малочисленных, но самобытных нацменьшинств страны. Это Синьцзян, край с богатой и разнообразной культурой и историей. Его отличительная особенность – сосуществование различных этнических групп. Синьцзян с древних времен является регионом, где проживают многочисленные этнические группы. Китай управляет Синьцзяном со времен династии Хань. Благодаря огромной территории этнические группы Синьцзяна исторически смешиваются и интегрируются. Историк Махмуд Абдували является соавтором недавней белой книги Компартии Китая по управлению регионом. В документе подчеркивается цель страны – принести пользу жителям всех уголков региона. В частности, эти люди принадлежат к таджикской общине. Большинство из них живут вдоль западной границы страны в Синьцзяне. 首先，你先介绍一下自己吧。我叫阿里玛热加美美提，我是土生土长的塔吉克族。哇，有一个天窗。对，塔吉克传统房子它就有一个天窗。以前这个我们的先民他比较有智慧吧，大概就是确定太阳照在炕上的位置，确定时间，然后再就是做一些生活方面的一些准备，就是我们该做饭了。 В этом районе проживает более 40 тысяч этнических таджиков. В последние годы уровень жизни улучшился, при этом их уникальная культура и образ жизни сохраняются. Сельское хозяйство и животноводство остаются важными источниками дохода для местных жителей. Мы пасем овец и яков, как делали и мой отец, и мой дед. Семья Ташика зарабатывает около $8000 в год. Около 75% дохода поступает от продажи скота, а остальное – государственные субсидии. К концу 2020 года более 3 миллионов сельских жителей Синьцзяна были выведены из-за черты бедности. Для сына и дочери Ташика будущее может сложиться совсем иначе, чем у предыдущих поколений. И подобные истории одновременно разворачиваются в семьях многих этнических групп по всему Синьцзяну. Александр Яровой, CGTN.